недели до моего назначения работали с заказчиком, работали с Министерством инфраструктуры, в сфере управления которого находится госпредприятие, которое является заказчиком реализации этого проекта. Мы работали с проектным институтом службы безопасности, который проектирует новые КПВВ Чонгар и КПВВ Каланчак. И, собственно, это было наше общее мнение. И, собственно, тогда во время представления выступали также они, это заказчик и проектант, и они подтвердили, что это возможно. И сегодня было очередное заседание рабочей группы, где мы подводили итоги того, что сделано. Мы сейчас вносим некоторые коррективы в проект. А что уже сделали? Ну, сейчас стадия проектирования, стадия экспертизы. После того, как это будет закончено, мы начинаем подготовительные работы уже непосредственно на объектах. Мы ожидаем, что это будет в течение следующих 2-3 недель. Динамика работ достаточно хорошая. Мы несколько процессов оптимизировали для того, чтобы уменьшить сроки. И я сейчас могу сказать, что мы двигаемся в графике. И оптимизм по поводу того, что все будет реализовано до дня моего рождения, сегодня присутствует. Но если я не ошибаюсь, вы сказали, что если вы не успеете, вы подадите в отставку, правильно? Так сказал не я, а глава офиса президента. Ага. Во-первых, я, как и вся команда президента Зеленского, я не держусь за должности, но я хочу, и я говорил об этом с президентом, и с главой офиса, и с командой офиса президента, что я делаю от меня все зависящее. И я сегодня могу сказать, что все двигается в графике. Если что-то будет выходить за график, я буду информировать президента, потому что влиять на заказчика и проектанта, влиять на генподрядчика я могу только косвенно, информируя президента и руководство страны о том, что они не выполняют график. И я пообещал это сделать своевременно, для того, чтобы не прийти 15 ноября и не сказать, у нас не получилось. Мы будем делать все для того, чтобы у нас получилось даже раньше. Ну вот смотрите, сейчас нас смотрит оккупированный Крым, сейчас нас смотрят граждане Украины, которые пересекают административную границу с временно оккупированным Крым, ездят на материковую часть Украины и обратно. И, конечно же, для них важно, а что изменится, да? Вот визуально вы можете конкретизировать хорошее дорожное покрытие, освещение, санузлы, водоснабжение, навесы, комнаты для матери, для детей. Вот что это? Я могу сказать, что уже изменилось. Мы уже открыли медицинские пункты и аптечные пункты на Чонгаре и на Каланчаке. Этого не было 4 года, 5 лет оккупации. И мы в новом проекте предусматриваем не только принципиально новую качественную инфраструктуру режимных зон, в сервисных зонах будут центры предоставления административных услуг. Если мы думаем над тем, чтобы сделать на первом этапе либо довоз людей от КПВВ до центров предоставления административных услуг, которые сейчас работают, ЦНАПы, которые сейчас работают в Геническе и в Каланчаке. Также мы думаем над тем, чтобы были другие хорошие, качественные и очень важно прозрачно и эффективно работающие автовокзалы и на Каланчаке, и на Чонгаре. Мы думаем, конечно же, над тем, что там обязательно должны быть зоны матери и ребенка, где человек может отдохнуть и, безусловно, получить качественное медицинское обслуживание, банковское обслуживание, почтовое обслуживание, когда что-то нужно будет получить или отправить в другой город Украины. Вот отметили выше, я хотела бы уточнить. То есть правильно ли я понимаю, что вы планируете создать временный пункт продажи билетов на легальные маршруты? Потому что в Херсонском регионе... Мы планируем, что там будут автовокзалы. Ну, имеется в виду, что временно оккупированным Крымом временные вот эти процессы. Потому что мы же понимаем, да, что в Херсонском регионе в последнее время очень проблемная история с нелегальным маршрутом на территории оккупированного Крыма. Во-первых, все, что будет строиться, все будет иметь временный характер. Там капитальных сооружений не будет, потому что Крым временно оккупирован, и, конечно же, Крым — это Украина, он вернется под контроль украинских властей, и тогда мы эти сооружения будем использовать по другому назначению. Это первое. Второе, сейчас по перевозкам в Херсонской области проходит служебное расследование. Это касается перевозок и на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, и касается вообще перевозок внутри области. Я, путешествуя по районам области с рабочими визитами, проезжая по селам, общаясь с людьми в районных центрах, я получил очень много замечаний, очень много жалоб про то, каким образом организовано транспортное сообщение между районными центрами и вообще в Херсонской области. Мы по моему решению сейчас проводим служебное расследование по поводу того, каким образом распределяются маршруты, каким образом происходит вообще обслуживание пассажиров на легальных автовокзалах, а также на тех автовокзалах, которые являются нелегальными, для того, чтобы все это сделать максимально прозрачным и эффективным. Были случаи, когда мы
фиксировали в автовокзале в кассе билетов нет, а автобус полупустой, и водитель продает по совершенно другой цене билет в какой-то из районных центров области. Так быть не может, и мы обязательно будем привлекать правоохранительные органы, чтобы помочь нам наказать виновных в том, что происходит на рынке перевозок в Херсонской области.